Браво! Замечательно! Спасибо вам за такое проникновенное исполнение. Диляра Набиуллина представим. Мне кажется, песня очень подходит нашей погоде сегодняшней. Да, скажу честно. Нет, да, вы сделали ее такой, вот она с утра дождливая была, вроде как бы дождичек, а с вами как будто вот тучки вот рассеялись и солнечный лучик. И что самое прекрасное, вы сегодня пришли не одна, а вместе с членом Союза композиторов Российской Федерации Республики Татарстан, также с лауреатом всероссийских и международных конкурсов Алсу Габдуловной Сунгатуллиной. Сунгатуллиной. Доброе утро. Алсу, расскажите, пожалуйста, Диляра ваша ученица, либо какие-то еще вас отношения связывают? Доброе утро, дорогие друзья. Здравствуйте. Это мой творческий друг, товарищ Диляра Набиуллина. Соратник. Я ее очень люблю. Прозвучала детская музыка, но вы знаете, это не совсем характеризует вот полноту нашего совместного творчества. Мы на самом деле готовим разную музыку, разные песни разноплановые. И просто Дилярочка, она уловила свет детской музыки, детских музыкальных вот этих вот опусов, и она одна из первых, кто доносит до слушателей. В данном случае эта песня была записана в рамках проекта САФ Музыка, САФ Радио, и она вот звучит в таком приближенно к акустическому звучанию, то есть без аранжировки, но доступна для детей. И на самом деле мы готовимся к большому концерту, который пройдет, даст Бог Алла Берса, в эту субботу. В 6 часов вечера мы всех приглашаем. Это будет мой авторский концерт. Площадка удивительная, Национальная библиотека Республики Татарстан. Приходите, пожалуйста. Мы готовимся прям целой большой командой. Диляра Набиуллина одна из участниц нашей команды. А концерт пройдет в сопровождении оркестра театра Тинчурина, художественный руководитель и главный дирижер Ильяс Камал, тоже наш большой друг. Это такой большой музыкант, человек большой, с большим сердцем. Он и виолончелист, он и композитор, он и дирижер. То есть человек, который поддерживает музыкальную культуру и творческих вот друзей нас. Потому что без исполнителей, без таких вот друзей мы не растем. Мы растем именно в этом содружестве. Только ваши произведения будут звучать? Да. Или это авторский концерт. Это то, что было собрано многие-многие годы. Действительно, я люблю писать музыку для детей. Я сама работаю с ребятками, веду класс композиции в музыкальной школе. Для меня это очень важно. Но хотелось бы достучаться до слушательской аудитории и показать другого плана музыку. Потому что там прозвучит и оперная сцена, там будет и чисто оркестровая музыка, там будут песни. У нас солисты замечательные, это Ильгиз Шейхразиев, Диляра Набиуллина, вот вы уже знаете, познакомились с ней, Иркен Мустафин и юный вот Альмир Сулейманов, он еще, ну не малыш, но по сравнению с ними, может быть, малыш, он только начинает свой творческий путь. Но он удивительно вот тоже творческая личность и выйдет как вот как вокалист у нас. Кстати, там также будет оркестр театра имени Тинчурина, если я не ошибаюсь. А вот давно вы работаете с этим оркестром? Скажите, пожалуйста. Наш уже второй концерт будет, да? Вместе с этим оркестром? Дело в том, что да, с оркестром уже не первый год мы сотрудничаем. Благодаря им мы растем. Несколько было проектов, я участвовала в театральной лаборатории «Алкаш», я участвовала в оперной лаборатории «Умай», и это было все проходило на базе театра Тинчурина. А оркестр, конечно же, был непосредственным участником, он исполнял вживую нашу музыку. И вот эти некоторые опусы, они в новой редакции, уже в лучшем обрамлении, оно, даст Бог, прозвучит на концерте. Вот можно ли сказать, что на ваш концерт, вот, который состоится в субботу, это концерт для всех мероприятий, для всей семьи? Конечно, что можно туда приходить? Безусловно, это все верно. Вы знаете, вот раньше были, я помню с детства, фильмы для всей семьи. Они вроде бы детские, не совсем детские. Можно было прийти всей семьей. Я думаю, на этот концерт можно прийти всей семьей. И каждый, может быть, для своей души найдет свою пищу. И уйдет, я очень надеюсь, наполненным. Поэтому мы от всей души приглашаем. Мы очень стараемся, очень надеемся достучаться именно до души. Кстати, у меня, знаете, какой вопрос? У меня вопрос о Диляре. Скажите, пожалуйста, вот какие эмоции вас переполняют перед концертом?
Ой, я очень жду этого концерта, потому что каждый раз выступать именно с Ильясом Камалом и с его оркестром – это невероятные эмоции, невероятные чувства. И даже на каждой репетиции, еще исполняя музыку моей любимой Алсу. Да, а что вот, кстати, вы будете исполнять? Да, мы будем исполнять из одноактной оперы, вот она написала одну часть из оперы в оперной лаборатории. Я буду петь арию «Монолог» «Озат Хотен». Колыбельную, ну, там много всего. Приходите, узнаете. Да, вот так вот. Спасибо. Да, конечно. Ну, а вообще, Спасибо я большое. еще хотела спросить, да, вот как выступать перед детской аудиторией? Вот детские Сложнее песни, вы или говорите, перед да. взрослой? Где Намного сложнее? сложнее, конечно. Дети очень требовательные, они не будут Они стесняться. искренние, они Конечно. говорящие эмоции. Они сразу говорят, это скучно, мы слушать не будем. Вот, То это есть же сложно там очень, да. вот Их что нужно увлечь обязательно. Вот как говорят, конечно. дети самый честный зритель. Абсолютно точно. Ну что ж, мы желаем действительно вам удачи, мы желаем вам вот всех эмоций, чтобы эмоции, которые вы Чтобы зал отдали зрителям, чтобы они рукоплескал. вам вернулись. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое, что украсили своим творчеством и талантом нашу утреннюю студию.